Женщины всегда играли активную роль в развитии исламского общества. Несколько месяцев назад в Северной Осетии Алании была основана женская мусульманская организация «Жасмин». О первых шагах и делах мусульманок этой республики рассказывает наш корреспондент Игорь Рябцев. В женском образовательном центре «Жасмин» всего около 15 человек. Но за несколько месяцев существования они успели сделать главное – наладить работу. Если раньше владикавказские мусульманки лишь время от времени виделись в мечети или на семейных торжествах, то теперь они встречаются регулярно, и ни одно собрание не проходит безрезультатно. У нас работа идет в 3 направлениях. Это проповедь, благотворительность и воспитательно-образовательская деятельность. Поначалу в каждом отделе организации работало по 1-2 человека. Сейчас, спустя всего пару месяцев с момента создания «Жасмин», по каждому из 3 направлений трудится как минимум 4 специалиста. Сейчас все силы брошены на создание благотворительного отдела. Собираем информацию о наличии детских домов, интернатов на территории нашей республики. Собираем данные о количестве детей, о возрасте детей и что от нас хотели бы увидеть, услышать, может быть. У нас несколько домов ребенка в республике, и мы хотим с ними тесно сотрудничать и помогать им. Помогая детским домам, жасминовки не забывают и о собственных детях. Количество мусульманских семей в Северной Осетии растет. Маленьких мусульман все больше. И, конечно, их родители хотят уже в детстве привить им любовь к религии. За эту нелегкую задачу тоже взялись женщины из «Жасмин». Хотим создать свой исламский детский садик, потому что до сих пор никогда этого в республике не было. Мы видим необходимость просто в этом, чтобы и мамы немножко разгрузились, и дети, общаясь между собой, воспитывались в духе ислама. Пока же мусульманского детского сада нет, своих малышей родители приводят прямо в мечеть, где их старшие сестры по вере проводят занятия. Дети изучают Коран, сунну пророка, арабский алфавит. Сами участницы тоже не забывают получать исламское образование. Знания приобретают собственными силами. В течение года у нас планируются викторины, интеллектуальные викторины на семейные темы, на темы жизни пророка. Еще одно направление деятельности «Жасмин» – поиск рабочих мест для женщин-мусульманок. Женщина-мусульманка не очень-то имеет возможности работать на светской работе, поэтому, чтобы все силы женщины были направлены на работу в области ислама. Каждую неделю ряды «Жасмин» пополняют новые мусульманки. Глава организации Фатима Барадзева не сомневается, скоро количество участниц перевалит за 100. Но желающих бывает очень много. Все девочки такие позитивные и хотят приносить какое-то благо, внести свою лепту в жизнь мусульман и вообще в жизнь общества. Зарабатывать себе награду на пути Аллаха. Это лишь первые шаги новой организации. На очереди создание детского лагеря, исламского театра, организация мусульманского брачного агентства. Ни одна конструктивная идея в организации не пропадет, говорят девушки, и шутят. Наш «Жасмин» только расцветает, и всем вместе нам удастся решить любые, даже самые непростые проблемы. Игорь Рябцев, Рафик Галеев, телеканал «Россия» из Северной Осетии.